На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 25-летию Академии наук Абхазии посвящается. В Сухуми начала работу научная конференция аспирантов и молодых ученых. В дело вступил новый адвокат Сергей Чакрян. Возобновились после небольшого перерыва заседания суда по делу о тройном убийстве на столичной набережной в ноябре 2019 года. Исполнилось бы 70. Репортаж памяти ветерана национально-освободительного движения Клементия Джинджолия. Начнем с энергетики. Ремонт на высоковольтной линии Ачгуара завершен, сообщили «Спутник» в Черноморэнерго. Как объяснил пресс-секретарь Черноморэнерго Алхаз Гагулия, повреждения были обнаружены на стыках замененных проводов. По его словам, 1 ноября линию запустили впервые после замены старых проводов на новый с пропускной способностью более на 30%. Переток электроэнергии из России был в размере 100 мегаватт. Часть Абхазии была запитана своими средствами. Линия Ачгуара совсем недавно была выведена из ремонта. Это совершенно новый провод с большей пропускной способностью на 30%. Еще вчера туда была перебазирована техника. Сегодня группы искали эти места, на которых происходили аварии. Это не одна большая авария, а несколько мест, которые были достаточно проблематичные. Их сегодня устранили. На срок ремонта был запрошен переток из Российской Федерации вчера, и он действует до 18 часов 2 ноября, рассказал он. Ограничения подачи электроэнергии в Абхазии были введены для потребителей, получающих электричество от высоковольтной линии Ачгуара. Вице-премьер Александр Новак стал сопредседателем Межправкомиссии по сотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией вместо вице-премьера Марата Хуснуллина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. К другим темам. 25-летию Академии наук Абхазии посвящается. В Сухуми начала работу научная конференция аспирантов и молодых ученых Абхазии. Со 2 по 5 ноября в Сухуми отмечают эту дату. Разделить радость знаменательного в новейшей истории Абхазии события прибыли десятки гостей из России. Слово Анастасии Никоновой. Научную конференцию аспирантов и молодых ученых, приуроченную к 25-летию Академии наук Абхазии, открыл доктор филологических наук Валентин Когони. В своей речи академик Анна напомнил молодым ученым, как создавалась Академия наук Абхазии четверть века назад. Владислав Григорий Парзенба и Успхала, Япцан, Абснацарадыра Академия. Уи Дакачуцхай, Апсу наука Таурхача, и Юхбашкуса, Ахацухала, Апсу Академия, Айрей, Ашап Гылари, Атыфинталари, Рам Тавадейку Иртысна, Мшхакут Бала, Айс Хазыгера, Ачераме Янылы. Яха Апсу Академия, Хинткарра, Ауасхырха Дакуиреу, Яхваравид, уи делокомотиву, уи усшаку дырзабыргуид, институт койсышкуса, ядр пшол шваква, царава ахразлоу, рцамтаква. Абсныца ардыра Академия, хаккыха дакуиреу, уи яца гылаша, дырралы, зыхацарлы нагу, а царава ачарацва рейцаадзара. Арезцара чидала изапсует аспирантурой, а кадр кора зыхацарей рокша. Уаха я захед дырлы ичапу шюкинери ханачар уртрахти мачвим а кандидат а доктор диссертация пахчана царава адука я рывагылаз. Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапо отметил, молодые ученые, которые выступят в рамках конференции, практически ровесники главной научной академии страны. В руках аспирантов судьба Академии, подчеркнул Джапо. Шарашхатаква Апсу Академия Шаклацу. Мамза Димачк Шнихабацо. Иждыруаз Шарашак ходит. Вацаштах Академия Царадырраква разказ напи яныло. Царадырра Ганахаладе, Царадырра
анапхгарат рагам халади. Убыска шара шара шакхойт абснацардыр корагием шатана ишкарат акзар икаларцызы шулшараква зигрылай бзи харцызы яханат шдырраква шазыгатара хымпады цаула хару амала иждырозыр стаху шараш изныла замья шимарья нас дихдипший шасу амарья яштове ацарадыр амья яму ангылар такой иқоп и выпшим ангылар такой ангылар такой дича николой. Первый вице-президент АНА, доктор биологических наук Сергей Бебия уверен, конференция – отличный шанс заявить о себе, набраться опыта молодым аспирантам и ученым. Примечательно то, что сегодняшнее ваше выступление, сегодняшние ваши доклады будут опубликованы в специальном сборнике. И замечательно то, что сегодня конференция не просто формальная. Это опыт, который вы набираете в дальнейшем. И замечательно и то, что вы заинтересованы, что вы хотите работать в области науки. У нас конференция по направлениям естественных и гуманитарных наук, разных направлений профилей. Но вас всех объединяет одно – заниматься наукой. Я говорил и говорю, если душа не лежит к науке, если вы не полюбили свою профессию, то очень вам сложно будет в будущем. Поэтому наука не терпит таких случайностей, отсеивает постепенно. Но жизнь коротка, поэтому то, что вы выбрали этот путь, это прекрасно, и вы должны отдавать себе отчет и делать все для того, чтобы вы стали настоящими учеными. Доктор физико-математических наук, гость конференции Сергей Сверчков отметил ту же мысль. Будущее абхазской науки в руках молодых. Уважаемые аспиранты, молодые исследователи, от имени председателя Сибирского отделения академика Пармона Валентина Николаевича, вице-президента Российской академии наук, я хотел бы всех вас поздравить с открытием празднования 25-летия Академии наук Абхазии. И вот эта конференция является, как сказал Зураб Джотович, на самом деле самым важным мероприятием этого празднования. Ну, понятно, что будущее самой Академии, будущее науки зависит от вас, молодых исследователей. Я представляю Сибирское отделение Академии наук. Это крупнейшее отделение в России. Это 70% территории России, 30 тысяч научных исследователей. Территория наша от Тюмени до Забайкальского края и Якутии. В течение вот этих дней будет подписано соглашение между Сибирским отделением Академии наук и Академией наук Абхазии. Это соглашение предусматривает развитие сотрудничества и в большей мере будет базироваться на том, чтобы была возможность у молодых ученых Абхазии, молодых ученых-сибиряков обмениваться, участвовать в конференциях, участвовать в совместных программах и проектах. После приветственных слов началась основная часть конференции аспирантов и молодых ученых. Первым выступил младший научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Инал Гецба. Его доклад был посвящен неисследованным биографическим фактам поэта Иво Когония. Апсо поэта классик. Хмилат поэт шарах рабхедзе акна, а индивидуал лагам тагоны язырпшиз. Иво Когония изгу агвала шарако мачимко и ревихейт, юмтако тырцаахейт, а джурю апсо царавай, ашкуючий. Поход Соломали по Бгажва, Шалва Денисы по Иналипа, Баграт Василий по Щенкба, Владимир Ливаны по Ацнарье, Мущни Лавренти по Ахашба, Мущни Таи по Лашри Уха Аджурьем. Ажакала Ио Когония и Царача Иқацурачоп, Амала Уяусача Зенза Аквапаргылам, Яхаги Ухаша, Узызхапша Зараква Маджза. Ио Когония Пстазара, Уиюната Ядхилу Ичусу факт Квакарчургара, Яхаму Рхатара Алзер Шокаку Наикуб, а поэт Яхшепха, Анна Владимир Пхаман Лакнат Пинахсыз, Абстазарат Порчаха Квакар Сгулазыгзо Агвала Шараква. Анна Ман Уртагвала Шараква Хацларкуй, Ио Когония Игуарата Шлазгваке Хазала. Хараио Яштах
كرشتخ حومي حنيز كتول حنيرك زخياز ويوب حب دن تدرخا أقوى حلصنا حمцарада بسخو قملي. В первой части конференции с докладами также выступили молодые ученые Пата Гамахария, Джамбул Инжге, Давид Арденба и Наталья Чиковани. Анастасия Никонова и Нала Гухава, Абазатовая. Научная конференция аспирантов и молодых ученых Абхазии, приуроченная к 25-летию Академии наук, продолжит свою работу в четверг, 3 ноября, в Институте ботаники, Институте сельского хозяйства и в Абиги. Открыта регистрация на Международную олимпиаду финансового университета для молодежи на 2022-2023 учебный год, сообщает Министерство просвещения и языковой политики. К участию в олимпиаде на добровольной и бесплатной основе приглашаются все желающие. Победителям олимпиады предоставляется право быть зачисленным в финансовый университет по программам бакалавриата направлений подготовки соответствующим профилю олимпиады в рамках квоты самостоятельного отбора иностранных граждан для обучения по основным образовательным программам высшего образования в Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Призерам олимпиады при успешном прохождении вступительных испытаний предоставляется 50% скидка на весь период обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата направлений подготовки. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии и Федеральное агентство воздушного транспорта в рамках реализации проекта по восстановлению авиасообщения между Абхазией и Россией объявляют набор на обучение в высших учебных заведениях Российской Федерации в области гражданской авиации на 2023-2024 учебный год. Для участия в приемной кампании учебного года кандидатам на обучение необходимо зарегистрироваться в государственной информационной системе образования в Российской Федерации для иностранных граждан. За более подробной информацией можно обращаться в Министерство просвещения и языковой политики. Город Сухум, улица Званба, 9. И снова тревожные вести с дорог. ДТП с участием 4 автомобилей произошло в столице на улице Дзидзария вечером 2 ноября примерно в 17:20. Как сообщает Апснепресс, по предварительным данным, все живы, несколько пострадавших доставлено в больницу. В дело вступил новый адвокат Сергей Чакрян. Возобновились после небольшого перерыва заседания суда по делу о тройном убийстве на столичной набережной в ноябре 2019 года. Адвокат был назначен по требованию после того, как подсудимый Эрик Чкаду отказался от защитников Марины Тания и Игоря Скнарина. В ходе очередного заседания суд продолжил изучение доказательств, детализации звонков, протокола осмотров и экспертизы. Подробности у моей коллеги Надежды Боровиковой. Судебное разбирательство по делу о тройном убийстве на набережной продолжено после перерыва в 2 недели. Это время было дано новому адвокату Эрика Чкаду Сергею Чакрян на изучение материалов дела. Адвокат по требованию был назначен после того, как подсудимый Чкадуа отказался от защиты адвокатов Марины Тания и Игоря Скнарина. При этом оба защитника остались в деле. Марина Тания защищает Беслана Бганба и Аслана Блабба, Игорь Скнарин – Дату Ахалая. Суд приступил к исследованию доказательств. 1,5 часа прокурор Руслан Тыргба оглашал детализацию звонков подсудимого Чкадуа, начиная с 1 августа 2019 года, вплоть до дня убийства на набережной 22 ноября 2019 года, а затем представил анализ оглашенной информации. Условно данную детализацию можно разграничить на 4 периода. Первый с 1 августа 2019 года по 28 августа 2019 года. Это период содержания Чкадуа Эрика Юрьевича под стражей в следственном изоляторе МВД Республики Абхазия по подозрению в похищении гражданина Мерцхулава, когда его абонентский номер 778-7777 активно используется по месту дислокации данного режимного объекта, базовая станция Дранда-центр и Дранда попеременно. Второй период с 28 августа 2019 года и по 30 сентября 2019 года, когда Чкадуа изменена мера пресечения содержания под стражей на домашний арест. И он ее не нарушает, судя по активному использованию своего абонентского номера 778-7777 исключительно по месту жительства в районе действия базовой станции Сухумджону.
третий период с 1 октября 2019 года и по 21 ноября 2019 года, когда Чкадуа, будучи под домашним арестом, систематически, ежедневно нарушает меру пресечения, установлено позиционирование его абонентского номера 778-7777 в этот период в зонах действия различных базовых станций. По версии гособвинения, накануне убийства на набережной Эрик Чкадуа снова стал оставлять телефон дома, чтобы создать себе ложное алиби. Четвертый период с 21 ноября 2019 года по 25 ноября 2019 года, когда абонентский номер Чкадуа 778-7777 вновь возвращается строго в зону охвата места его жительства и отбывания домашнего ареста на базовую станцию Сухумчонуа. В этот же период следует одновременно обратить внимание на резкое снижение активности работы его абонентского номера. Интернет-трафик не используется вовсе. Приметно ограниченное количество входящих вызовов, исходящий вызов всего лишь один. Подводя итоги осмотра, руководствуясь исследованными в ходе судебного следствия фактическими данными детализации телефонных переговоров Чкадуа, можно неоспоримо подтвердить предыдущие выводы государственного обвинения относительно попытки создания со стороны подсудимого Чкадуа ложного алиби о своем якобы безотлучном пребывании в своей квартире по улице Джонуа в день убийства Шамба Авицбая Кертава 22 ноября 2019 года. Полную версию репортажа из зала суда смотрите после выпуска новостей. Вопросы двустороннего сотрудничества по разным направлениям сферы здравоохранения обсудил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба с первым заместителем министра здравоохранения России Виктором Фисенко в рамках рабочей поездки в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Будба выразил благодарность Минздраву России, коллегам и руководству Башкортостана за командировку врачей в Сухумскую инфекционную больницу во время туристического сезона. Несколько бригад врачей из Башкортостана 3 месяца помогали абхазским медикам. На встрече речь шла и об эпидемиологической обстановке в Абхазии и обмене опытом между медиками России и Абхазии. Министерство финансов информирует о проведении конкурса на разработку программного продукта для автоматизации бюджетного учета в республике, сообщается на сайте Минфина. Министерство финансов приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения договора по выполнению работ, услуг и предоставляет конкурсную документацию. Подробная информация на сайте Министерства финансов. Исполнилось бы 70. 2 ноября свой день рождения отмечал ветеран национально-освободительного движения, общественный и государственный деятель, депутат Верховного Совета Республики Абхазия, Народного собрания парламента Республики первого созыва, кавалер ордена Ахзапша 3-й степени Клементий Джинджоли. Очерк его памяти в нашем выпуске. Это должен был быть праздничный день. Наверняка свое 70-летие Клементий Джинджоли встречал бы в кругу семьи, родных и близких людей. Но теперь это день памяти. 3 десятилетия вместе сделали 2 ноября в жизни каждого друга днем особенным. Они любили и сопровождали его по жизни. Они знают и помнят лучше многих. Это был человек, который пахал за Отечество, но не любил голосить по этому поводу. Потому он был незаметным в обществе, даже в парламенте, в Верховном Совете, потом в парламенте, где мы вместе были. Это был бы, повторяю еще раз, трудяга. Человек, который из любой ситуации мог выйти. Не один. И других спасал. Что наше общество трансформируется и идет по такому пути, где люди подчеркивают значимость своей персоны в жизни общества. Это стало традицией, это стало привычкой, и сегодня трудно таких людей найти. Он отличался своей харизмой, человеком дела был. В принципе, никогда был в первых рядах во всех вопросах, но оставался при этом в тени. Вот такая у него была особенность. Вообще был человеком дела. Не столько слова, сколько дела. Не бросал на ветер слова,
был очень решительный. Ну вот я подумал, если бы, допустим, где-то в 17 году, в 21 году он, конечно, был бы в первых рядах, наверное, все. По своей натуре он был революционером, по большому счету. Такой характер, бунтарский, мятежный характер у него был. Вот. Очень спокойный, производил впечатление. Но и очень взрывной человек был, как вулкан. Потом, знаете, вспоминаю почему-то Маяковского строчки. Дразните меньше, чем у нищего копеек, у вас изумрудов безумие. Помните, погибла Помпея, когда раздразнили Везувий. Вот такое впечатление он вообще производил. Клементий Джинджоля родился в селе Бедия, в традиционной абхазской семье, где почитали трудолюбие, уважение к человеку, гостеприимство. Этим традициям и качествам он хранил верность всю жизнь. И когда работал в комсомольских партийных советских органах, и когда возглавлял профсоюзную организацию «Шахтоуправление Ткварчельское». Кстати, именно с этим периодом его трудовой жизни связан один из эпизодов, который характеризует Клементия Котевича. И он добился невозможного. Фактически он это сделал. Он ездил в Москву, он надоел Щадову, министру угольной промышленности. Он говорит: Клементий, что ты хочешь? Каким образом ты проник в лифт, говорит, правительственный? И, короче говоря, он его в итоге упросил, и он прямо в лифте подписал документ о выведении из подчинения Грузии шахтоуправления, понимаете, и подчинил непосредственно в Москве. И с этим документом приехал, этого вот он добился. И, конечно, его очень многие, особенно там же все через Кутаиси шло. Он все это фактически, со своими соратниками, но он был главной фигурой, он это все поломал. Клементий Джинджоля был одним из организаторов отделения Народного форума Айтглера в Ткорчале, активный участник национально-освободительного движения. Готовились выборы в Верховный Совет Абхазии в тот сложнейший период, то вот республиканская организация Айтглера предложила его в качестве одного из кандидатов. Выбор был замечательный, ткорчельцы ее поддержали, и он, был единогласно в своем округе избран депутатом парламента. Вот мы вместе, я тоже был избран, у нас с города еще был Давид Чичевич, мы вместе, Давид Чичевич Пиля, мы вместе приезжали на сессии Климента Котовича, была машина «Жигули» старенькая. Вот он возил нас, каждый день мы приезжали на сессии и прошли весь этот сложнейший путь с начала и до конца. Его принципиальное мнение по обсуждавшимся вопросам, его принципиальный подход, обязательно оказывал влияние на решения, которые мы принимали в нашей среде, так сказать. Мы прислушивались к нему, потому что это был человек, который, попадал в точку, что называется. Друзья говорят, что потеряли в лице Клементия Джинджоля опору, надежность и ту самую житейскую мудрость, которой он делился с близкими. Его не было на трибунах, он не давал интервью, не хотел должностей и кабинетов, но очень сильно болел за происходящие в стране процессы. Все то, что происходило в послевоенной Абхазии, даже уже во время войны он видел сходы тех процессов, которые потом развернулись после войны. Он это не мог пережить. Для него это была сердечной перезагрузкой. И мы чувствовали, что он не выдержит, потому что это был такой груз нести, психологический, моральный груз нести. Он столько отдал родине, он столько отдал людям. И, знаете, как будто все это бессмысленно и безрезультатно. Все это кануло в мир небытия для него. И он это пережить не мог. Душа болела за то, что, в принципе, мы были все сторонники, и не только сторонники, но и проводили линию построения государства. Но в последние годы, в последнее время произошел такой существенный сбой, и стало понятно, что вообще какие-то непонятные люди начали появляться, и какой-то, в общем, курс был
избран, тоже аморфный, естественно. И это его очень раздражало, ему нравились слова, я как-то, в общем, процитировал из времен французской революции слова, что революции задумывают идеалисты, а плодами пользуются негодяи. А их плодами пользуются негодяи. Вот. Ну, вот примерно такая оценка была, понимаете, у него. Ну, он очень болезненно реагировал на все эти вещи. Близкие Клементия Джинджоли отмечают, что особо его выводили из равновесия исторические фальсификации. Особенно очень разочарован был, когда начинали, в общем, какие-то люди выступать и рассказывать какие-то мифические вещи, в которых они не принимали никакого участия. А потом еще выяснялось, что они даже боевые ордена имели, хотя никакого отношения вообще не имели, понимаете? Вот он кого называл, я говорю вам, Лаврик Гулава, вот, который был рядом с ним всегда, Джинджоли, Валера, Нукзар Агырба был, Давид Чичевич был, понимаете, Пилия. Вот. Ну, еще там довольно много людей его окружали. Его характер называют взрывным. Говорил, что думает, правду, кто бы перед ним ни находился. Есть даже известная история, хорошо раскрывающая эту деталь характера. Вот 17 марта 1991 года, когда проводился всесоюзный референдум о сохранении СССР, так сказать. Мы участвовали в нем не потому, что хотели действительно сохранить, но мы знали, что проголосовав за сохранение Советского Союза, мы выходим из состава Грузии по действовавшему того закону, поскольку Грузия проголосовала за выход уже, так сказать, на другом референдуме, за выход из состава СССР. Поэтому с большим трудом, конечно, грузины препятствовали этому. Удалось провести этот референдум, и в этом референдуме, значит, он тоже проявил такое свое активное такое участие, большую помощь оказал, поскольку это шахтоуправление, профсоюзная организация, крупнейшее, значит, предприятие. Он там такую работу провел, так сказать, разъяснительную. Он не мог заставить людей прийти там, значит, проголосовать, но вот эта разъяснительная работа, которая проводилась им и другими товарищами, она привела к тому, что город фактически проголосовал целиком за сохранение Советского Союза. Когда этот референдум закончился, нужно было подводить итоги, знаете, итоги, ведь грузинское руководство было у нас, оно, так сказать, не хочет, так сказать, чтобы Творчели проголосовал за сохранение референдума. И туда был командирован, насколько я помню, был командирован министр внутренних дел Ламинации. Был такой Ламинации. Он был командирован в Творчели для того, чтобы проконтролировать, значит, вот подсчет голосов и сделать так, чтобы, так сказать, город не проголосовал за. Да, но делались такие вещи, поправки делались. Значит, власть-то у них была. И вот мы, наша группа, значит, вместе с Клементием стоим возле здания городского комитета партии, там, где, значит, встреча проходила Ламанядзе с руководителями городскими. И Клемент чутьем, значит, понял, что там что-то неладно. И он, значит, он буквально ворвался в помещение там, где они находились, и мы услышали, ну, так, мягко скажу, так сказать, такой громкий разговор. Громкий разговор, после которого Ламинадзе вышел оттуда как ошпаренный, сел в машину и уехал. Да. Я думаю, что это тоже повлияло на подсчет голосов. При решении практических вопросов мнением Клементия Джинджоли интересовался и президент Владислав Ардзинба, в особенности по части всего, что касалось МЧС. По решению Верховного Совета Джинджоли представлял абхазскую сторону в Сочи в организации наземной операции доставки в Ткорчал гуманитарной помощи и вывоза большого количества беженцев силами МЧС России. Он много времени проводил с семьей. Друзья говорят о нем как о чутком отце и большом семьянине. Клементия Джинджоли не стала 5 декабря 2021 года. Элеонора Гилаян, Сосрыкуагуха,
Абаза ТВ. В нашем эфире смотрите также проект «Время и мысли» из архива Абаза ТВ с участием Клементи Джинджоли. Премьера. На сцене малого зала Абхазского драматического театра актеры Абхазского государственного молодежного театра представили премьерный показ спектакля «Образы жизни». В постановку входят комедийные скетчи. Режиссер-постановщик спектакля, актер молодежного театра Ахра Кварче. Подробности в нашем эфире в четверг, 3 ноября. Сейчас о погоде. В четверг в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, атмосферное давление повышенное, температура воздуха ночью от 6 до 11, днем от 10 до 15 градусов. Температура морской воды 19 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.